В больницах Коми не хватает 1270 врачей и медсестер. А за последние 2 года из региональной отрасли здравоохранения ушли 800 медработников. Дефицит медицинских кадров обсудили в Госсовете Республики. По словам народных избранников, частично решить проблему помогает программа «Земский доктор», целевое обучение и выделение жилья молодым специалистам. Но переломить ситуацию с кадровым голодом пока не удается. Почему? Выяснил Павел Королев. Софья Данилова вернулась в родной Кайгородский район после окончания Кировской медакадемии. Получила подъемные, решила квартирный вопрос и сразу же погрузилась в работу. Работает она с малышами, поэтому на приеме молодой педиатр максимально внимательна к мелочам. Говорит, порой найти общий язык с ребенком куда проще, чем с родителями. Сложнее, конечно, с родителями, потому что родители разные. Очень много вопросов, все переживают, особенно у кого вот первые детки. Они вообще все нужно спросить досконально, все им объяснить, рассказать, очень переживают. Так было, конечно, страшновато в первый день, но как первый прием прошел, все дальше пошло спокойно. И такие молодые специалисты населения не случайные люди. В медицину их привлекают через федеральные программы и целевое обучение. Но даже эти меры не всегда помогают решать кадровый голод в отдаленных больницах. Особенно остро стоит проблема с узкими специалистами. На сегодня, к сожалению, только в 2 муниципалитетах мы не имеем врача-онколога в первичном звене. Это Печора и это Ижма. Во всех остальных муниципальных образованиях имеется врач-онколог, где-то совместитель, где-то он работает на целую ставку. За последние 2 года из региональной отрасли здравоохранения ушли 800 медработников. Такие цифры на заседании дает контрольно-счетная палата. Кто-то вышел на пенсию, переехал в другой регион, ушел в частную клинику, либо вовсе попрощался с профессией. По словам руководителя регионального Минздрава Игоря Дягилева, проблему оттока медкадров нужно решать комплексно. В первую очередь, развивая экономику и социальную сферу региона, чтобы молодые специалисты хотели жить и работать в Коми. Основные моменты, чтобы привлечь работать как врачей, так и среднее медицинское звено. Это деньги, это жилье, это развитая социальная инфраструктура на местах. Особенно, если мы говорим про наши дальние территории. Вот 3 фактора, все. Начиная с последнего, социальная инфраструктура. Молодежь, студенты, с которыми я лично встречаюсь, недавно ездил в Ростов, в Красноярск и прочие места. Спрашивают, что у вас есть, садики, детские школы и прочее. Поэтому здесь задача не только Минздрава, не только КСП и депутатов, здесь уже непосредственно муниципалитеты, правительства. И пускай по сравнению с другими регионами северо-запада, в Коми ситуация не самая напряженная, нам есть чему поучиться у соседей. Что делают, например, Архангельская и Вологодская область? Они привлекают специалистов на село доплатой, например, врачам в 10 тысяч, а фельдшерам в 5 тысяч, тем, которые будут работать в трудноудаленных сельских территориях. И, например, в Вологодской области, если не ошибаюсь, они предлагают одной из мер, такой жилищный сертификат, там, на энную сумму, для того, чтобы молодой специалист или специалист, приезжающий в тот или иной, в регион, мог на эту сумму приобрести себе жилье. Чтобы переломить ситуацию, региональный Минздрав готовит законопроект, в который войдут дополнительные меры социальной поддержки медиков. Также из республиканского бюджета выделено 54 миллиона рублей на пилотный проект, в рамках которого в селах Коми для медиков будут строить новые дома. Павел Королев, Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.